Йоу, всем пис, Кокраш на связи. Я наконец-то иду на концерт, он называется Viva la Viva. У меня, смотрите, какая футболочка модная. Тут написано, я не знаю, что написано. Да и обычный среднестатистический монгол тоже не прочтет, потому что тут написано на древнем монгольском языке. Это как вот, как наши якуты, которые разговаривают по-якутски, но газету Крым читать не могут. Вот в Монголии такая же история. Они не все знают, ну, процентов 90 не знают древний монгольский язык. Это чисто нужно к лингвистам обращаться. Лингвисты есть? Если что, прочтите, пожалуйста, пишите в комментариях, что там написано. Короче, повторюсь, я иду на концерт. Я на всякий случай взял минуса. Вдруг получится прорваться и зачитать там пару строчек. Я выучил 3 куплета своих. 1 новый, 2 старых. Чисто такие репрезентовые. Ну, еще на разные темы. И еще там, может быть, что-нибудь про любовь зачитаю. Вот такая вот делюга. Ой, что я за слово произнес? Вот такие вот пироги. Иду на концерт. Буду слушать монгольский рэп. Там выступают известные команды Ван Дебо. Есть еще такой персонаж Дон Диор. Буду слушать. Сразу предупреждаю, там не old school, там чисто новая школа. Чисто трэп будет играть. Вот написано Kami Lounge Club. Походу где-то здесь будет концерт. Но пока тихо, ни одного рэпера на улице не видно. Нужно зайти. Ну вот, написано как в афише Kami Club. И закрыто. Полчаса до мероприятия. Что случилось? Может быть, в другом месте будет? Провал, Провалович, Провалов. Оказывается, концерт уже прошел. Он был ровно месяц назад. 26 апреля, а не 26 мая, как я думал. Я увидел, оказывается, старую афишу. Увидел, что рэп-концерт. Вау! И неправильно посмотрел на дату. То есть я правильно посмотрел на дату, но неправильно понял ее. Нужно быть внимательнее. Ну ладно, буду бродить по городу. Тут вот происходит такой интересный ивент. Продаются вещи. Создание Turkish Airlines. Open Mic. Тут играют на гитарах. КВНщики шутят. И может быть мне рэп зачитать. Фу, ребята, всем привет еще раз. Короче, я только что зачитал рэп-трек «Летние ночи». Но меня, походу, никто не снял. Я просил ведущего снять меня, но он куда-то ушел в это время, его позвали, видимо, не знаю, что делать. Потом организатор, девушка прикольная, она по-русски разговаривает. И я ее сразу заметил, потому что я как раз недавно смотрел с ней интервью. И смотрю, это она стоит, и сразу же на русском говорю: «Привет». Она сказала: «Привет, ты откуда?» Я говорю: «Я рэпер». Она говорит: «Все, давай, тут скоро будет free mic, открытый микрофон, ты можешь типа зачитать». Я: «Вау, круто», нашел сразу минуса, со своего телефона включил и исполнил. Нормально меня приняли, нормально раскачал. Вот, жалко, что меня не сняли. Ну ладно, что, я сейчас ей напишу, может она там сняла чуть-чуть кусочек. Я не знаю, что ждать с новой волной. За это лето было спето много куплетов. Мы были плохо одеты, не под небом синего цвета. Ценили моменты и где-то искали ответы. Любовь оттаяла в последний день.
kaldı sonsuz dinleri Esebil senin diğer son site Sarsın emek yühün geminen Халаны kaldı sonsuz dinleri Как надо, звучит саунд из тачек. Музыка улиц качает даже на дачах. Темное, синее небо одним целым стало с нами, и мы идем с тобой долго смело шум ночной столицы меня тянет. Уходить с ним в унисон, пока не занят. Твои глаза, словно два океана мыслей. Я без тебя, как великий художник без кисти. Ты мое вдохновение, моя жизнь.